Доброе утро, коллеги! Рада вас приветствовать. Меня зовут Елена Лобанова. Я специалист отдела библиотечного маркетинга Национальной библиотеки Республики Коми. Рада вас приветствовать на нашем мастер-классе. Итак, наш сегодняшний мастер-класс называется «Учимся писать краткие информативные тексты». Позвольте познакомить вас с планом мастер-класса. Итак, о чем мы сегодня говорим? Знакомимся с инфостилем. Пишем без воды и без стоп-слов. Редактируй это. Учимся избегать ошибок в тексте. Сила заголовка. Как заставить прочитать свой текст. И несколько слов о наружной рекламе. Чем проще, тем лучше. Итак, поехали, коллеги. Надеюсь, что меня прекрасно слышно. Сейчас мы это проверим. Одну секунду. Если все хорошо со звуком, картинкой, поставьте, пожалуйста, в чате плюсик. Итак, мне говорят, что все прекрасно, мы можем начинать. Итак, коллеги, давайте сегодня поговорим на чистоту. О чем мы будем сегодня говорить? О наших библиотечных текстах. Тексты, которые мы пишем для социальных сетей, тексты, которые мы пишем для наших сайтов. И если вы работаете со СМИ, то это тексты, соответственно, для средств массовой информации. Какие же есть, на мой взгляд, проблемы сегодня у наших текстов, у текстов, которые пишем мы, библиотекари? Самая главная проблема, с которой сталкиваемся и мы, и я думаю, что вы, наверное, замечали, это тексты для галочки. Когда мы пишем их, потому что мы должны, потому что нам сказали, потому что это в наших обязанностях, да, в итоге получаются тексты вымученные, шаблонные, никому не нужные, неинтересные. Как я их называю, тексты не для читателей, а для отчета, для руководителя, для своего куратора, для своего учредителя и так далее. Следующая проблема. Мы льем в текстах воду. Очень часто. То есть почему-то считается, что чем текст объемнее, тем он лучше. Сегодня мы как раз развенчаем этот миф и убедимся в том, что хороший текст – это не обязательно объемный текст. Самый короткий текст может быть очень интересным, информативным и достигать ровно тех целей, которые вы перед собой ставите, когда начинаете писать его. Что имеется в виду? Как мы льем воду? Используем такие пространные вступления. Всем известно, что издревле на Руси и так далее. То есть такого плана примеров вы, наверное, приведете мне массу, но вы поняли, о чем идет речь. Что еще, чем еще мы грешим, когда пишем тексты? Используем очень много штампов. Что значит штампы? Как и в любой сфере, у библиотекарей сложился свой язык, да? То есть язык, которым пользуется узкая группа людей, называется часто, наверное, слышали, птичий язык, на котором мы пишем тексты для сайта, да? Это когда мы, штампы, это когда мы переписываем друг у друга одни и те же слова. В итоге эти слова перестают иметь ценность и становятся мусором. Когда мы бездумно повторяем друг за другом фразы, не вкладываем в них смысл. Например, о чем идет речь? Слышали, наверное, да, встречали в своих текстах, в наших текстах. Окунулись в атмосферу, уставшие, но довольные, победила дружба, бьют ключом и так далее. То есть штампы – это что-то очень-очень нам знакомое, то, что мы встречали в СМИ, в интернете, слышали по радио, по телевизору,
читали в газетах, слышали на каких-то собраниях, официальных речах. То есть то, что мы все используем. Но чем плохие штампы, то что они уже не действуют на читателя. Они нам замылили в глаз и не помогают нам достигать цели, а наоборот мешают нам в текстах. Что еще мы делаем не так в наших текстах? Перебарщиваем с официозом и канцелярщиной. Мы не налоговая служба, мы не пенсионный фонд, но тем не менее мы очень часто серьезничаем в наших текстах, то есть разговариваем с посетителями, с нашими читателями очень официально, как будто с трибуны какой-то или с высока, как будто мы на каком-то ведем деловую переписку. Нам хочется быть солидней, поэтому мы пишем: библиотекой была проведена работа по сканированию, там, да, по чему еще. Понятно, о чем речь. Да? На самом деле можно быть намного ближе к потребителю, если говорить с ним обычным человеческим языком, без официоза, штампов и канцелярщины. И что еще часто встречается, это оценки необъективные, субъективные оценки, когда мы в тексте оцениваем сами себя, либо оцениваем наши мероприятия, события, мастер-классы. Мы пишем: мы провели очень интересное мероприятие, но это ваша оценка, она субъективна. И вот с этими оценками я сейчас расскажу, как можно с ними бороться. Итак, лекарство от многих болезней библиотечных текстов, и вообще не только библиотечных текстов, это информационный стиль. Модное веяние, модный тренд, которому уже порядка 7 лет, но тем не менее он продолжает жить и завоевывать все больше поклонников и фанатов. Что это за зверь? Наверняка вы о нем слышали, сокращенно его называют инфостиль. Информационный стиль не имеет никакого отношения к традиционной классификации стилей. Давайте вспомним о них. Это публицистический, официально-деловой, разговорный, художественный. Да? А что же за информационный стиль такой? Он появился с подачи коммерческого писателя и редактора Максима Ильяхова. Наверное, тоже вы слышали его. Коммерческий писатель-редактор, автор культовой книги «Пиши, сокращай». Здесь на слайде она есть. И сервиса Главред. О сервисе Главред мы сегодня еще поговорим. Итак, Максим Ильяхов придумал инфостиль. Что же это за инфостиль? Тексты, написанные в инфостиле, лаконичные, хорошо структурированные. Но это еще не все. В нем только полезная информация, все четко и по делам. Давайте чуть-чуть поподробнее. Итак, суть инфостиля. Как написать текст инфостиля? Нужно прежде всего убрать всю воду, отжать всю воду из текста, подсушить его. Что это значит? Убрать из него канцелярит, штампы, стоп-слова. Про стоп-слова я чуть позже еще скажу. Заменяем оценочные выражения, о которых мы тоже уже говорили, интересные мероприятия, конкретными фактами. То есть, чтобы вам читатели поверили на слово, да, что мероприятие было действительно интересно, вы должны привести доказательства, факты, примеры, чтобы читатели сами сделали вывод, что да, мероприятие, пожалуй, было интересно, потому что вы использовали интерактив, а не просто сидели, да, и зачитывали что-то с листочка, что вы, что еще, не знаю, привели живого писателя, привели живого, не знаю, кондитера на свое мероприятие, и оно действительно было интересно, то есть люди, прочитав ваши примеры, поймут, что да, действительно вы постарались и сделали классное событие. В чем еще заключается суть инфостиля? Это главный такой, наверное, месседж вообще всех книг Максима Ильяхова. Информационного стиля – это уважение и забота. Если вы будете читать его книги, то это слово уважение и забота вы встретите, наверное, на каждой странице. Вот казалось бы, да, что сложного уважать своего собеседника и адресата, которому ты пишешь текст. Но это не всегда просто. Почему? Потому что мы в разном эмоциональном состоянии пишем тексты, да,
И вот это вот ваше эмоциональное состояние часто в тексте передается. Еще это называют, так скажем, пассивной агрессией. Так вот, тексты, написанные канцеляритом и в официально-деловом стиле, часто, наверное, замечали, вот как раз-таки полны этой пассивной агрессии. Да? То есть инфостиль против пассивной агрессии в текстах. Давайте же поговорим подробнее про канцелярит. Как его узнать? Наверное, не совсем понятно. От слова канцелярия, да, канцелярская крыса, что-то из этой же серии, канцелярит. Как его узнать? Проверьте свои тексты, не закрался ли туда это злобное существо, да, этот монстр. Если в вашем тексте нет глагола, а есть отглагольное существительное. Отглагольное существительное мы попозже примеры посмотрим, но это, например, существительное, которое было глаголом, например, проектировать, а стало существительным проектирование. Но особенность этих существительных в том, что они не могут существовать в предложении сами по себе, а им нужен какой-то глагол, костыль, да, осуществлять проектирование, да, обеспечивать проектирование, производить проектирование и так далее. Еще один признак канцелярита – нагромождение существительных в косвенных падежах. Так, что уже нельзя понять, что к чему относится и о чем идет речь. Наверное, встречали такие в своих текстах паровозики из слов и существительных, которые, так скажем, взаимосвязаны, но взаимосвязь теряется, чем больше мы пытаемся связать вместе слов. Канцелярит – это когда заменяют активные обороты пассивными. Пассивные обороты почти всегда более громоздкие, поэтому они хуже, чем активные обороты. Что имеется в виду, мы сейчас попозже посмотрим. И канцелярит – это тяжелый, путанный строй фразы. Нагромождение придаточных предложений. Когда мы пытаемся впихнуть в одно предложение сразу несколько мыслей. Не надо так. Делите свои предложения на несколько маленьких, простых предложений. Почему канцелярит плохо? В канцелярском тексте нет динамики и легкости. Главное, в нем теряется автор. Я сейчас занята. Все в порядке? Да. Я выступаю. Все, давай, мимик. Итак, за канцеляритом прячетесь вы как автор. Страдательный залог уводит фокус от вашего бренда, от вас. Да? Луч света, направленный на нас, рассеется. Если вы говорите что-то вроде «был создан проект, направленный на обучение», непонятно кем создан, вы спрятались за этой фразой сложной, вы как будто что-то скрываете, доверие читателя ускользает. Совсем иначе звучит фраза, например, «мы создали», прошу прощения, здесь опечатка, «мы создали обучающий курс». Вы в центре этой фразы и в центре своего проекта, своего дела, своего курса. Вы берете на себя ответственность за то, что предлагаете читателям. Итак, давайте еще раз вернемся к предложениям. Какими же предложения в тексте должны быть? Подлежащее и сказуемое. Вспоминаем школьную программу. Итак, сильное подлежащее – это подлежащий существительный субъект. Субъект – это то, что может совершать действие. Сильное сказуемое – это глагол, который обозначает действие. Глагол энергичный и емкий. Как можно больше используйте в своих текстах глаголов. Например, давайте посмотрим пример. Библиотека сканирует редкие издания. Да, есть субъект, совершающий действие библиотека, и есть действие, сканирует. И посмотрите, как звучит фраза, когда исчезает из предложения субъект. Осуществляется деятельность по сканированию редких изданий. Конструкция более тяжеловесная, менее конкретная, теряет свою силу. Фраза
цитата Максима Иляхова насчет глагола. Глагол – это текстовой Брюс Уиллис. Он спасает любое унылое предложение, наказывает врагов. Отглагольные существительные, мы о них уже говорили. Это глагол без действия, осуществляя деятельность по информированию. Да? Как сказать одним словом? Информирует. Производим сканирование. Да? Как сказать проще одним словом? Сканирует. Осуществляем образовательную деятельность, обучаем. Активное использование инновационных форм работы. Да? Внедряем инновации. Ну, тут вы можете подумать над своим вариантом. Пассивный или, как его еще называют, страдательный залог. Еще один признак канцелярита. То, что портит наши тексты. В Национальной библиотеке предоставлен тестовый доступ. Да? Лучше сказать, Национальная библиотека получила тестовый доступ. Да? То есть страдательный залог, когда непонятно, кто совершает действие, переводим в активный залог. Соответственно, предложение сразу становится более сильным. Например, в библиотеке были подведены итоги, да? Очень часто мы используем этот штамп. Лучше сказать, конкурсная комиссия, да? Например, в которую вошли кто? Да? То есть мы здесь, смотрите, в первом предложении мы скрыли субъекта действия, то есть кто подвел итоги, а кому-то это может показаться очень важным, то есть кто меня оценивал, мою конкурсную работу. И если вы честно скажете, что оценивали работу авторитетное жюри из писателей, общественных деятелей, да, то доверие вам, как автору текста, будет сразу вырасти. То есть вы честно, спокойно высказывайте всю правду, кто вошел в комиссию, и кто оценил работу, и кто подвел итоги в итоге, да, и откуда такие результаты взялись. Так. Теперь мы подошли к стоп-словам. То, от чего предлагает избавляться информационный стиль. Стоп-слова – это слова, которые чаще всего удаляются из текста без потери смысла. Если вы откроете любой свой текст, вы наверняка найдете в нем море стоп-слов. У Максима Иляхова есть целый список таких готовых стоп-слов. То есть вы можете поискать эту памятку в интернете, она доступна, и посмотреть, сколько их на самом деле в наших текстах. Если вы научитесь удалять стоп-слова из текста, вы будете писать лучше. Текст без стоп-слов более подтянутый и точный. Например, в настоящее время россияне крайне озабочены проблемой обвала курса рубля. Встречаем мы такое? Встречаем, да? Смотрите, без потери смысла можно убрать. В настоящее время, да, если ваше предложение в настоящем времени, то это считается лишним, да, таким словом, паразитом в настоящее время. Россияне что делают? Боятся обвала рубля. Короткое, честное, емкое предложение, которое по смыслу полностью соответствует первому варианту. Избавляемся от оценок, насыщаем текст фактами. Помните, вначале мы говорили про оценки, которые мы сами себе выставляем в наших текстах. Чтобы текст был убедительным, в нем должна быть правда. А правда в фактах, а не в авторской оценке. Качественный, интересный, недорогой, быстрый, выгодный – это оценки. Примеры. Например, это очень богатый парень. Или, например, частый пример – это очень интересная книга, увлекательнейший сюжет, да, великолепный автор. Это оценки. Давайте докажем, что действительно интересная книга. Как мы доказываем? Мы приводим факт, да, о размере его состояния. Или, например, магазин доступных цен. Или у нас низкие цены. Докажите фактом, да, иначе ваше утверждение просто превратится в такой, знаете, как говорят, информационный шум. То есть мы слышим часто
в рекламных объявлениях, да, низкие цены, гарантия качества. Но согласитесь, мы уже давно перестали верить такого плана объявлениям, потому что на нас они не действуют. Каждый второй говорит об этом, да. А если вы приводите примеры и доказательства, то реклама, да, и ваш текст звучит уже совсем по-другому. Например, продукты и гостовары со скидкой или от 30 рублей. Да, появляется конкретика, и сразу текст играет какими-то новыми красками. Да. Это невероятно известный писатель, ну, то, о чем мы говорили. Доказываем, его последний роман издан тиражом 500 000 экземпляров. Так, мы очистили текст от оценок. Давайте еще поговорим о, так скажем, фактах. Как можно наполнить тексты фактов. Вот, например, я привела пример из блога Максима Иляхова. В нашей базе знаний есть все. То есть речь идет о какой-то базе знаний, электронной библиотеке. Давайте прочитаю вам этот текст. В нашей базе знаний есть все. Курсы блокчейна, искусственного интеллекта и машинного обучения. Для всех, кто хочет освоить новую профессию в сфере IT. Есть видеоуроки по программированию, если хочется запускать собственные продукты. Для тех, кто не может уснуть, мы записали курсы медитации и гипнотерапии. Еще есть эксклюзивный мастер-класс Карлоса Сантаны об игре на электрогитаре, чтобы все девчонки были ваши. Итак, посмотрите, давайте разберем этот текст на части. Что делают авторы? Приводят факт о том, что в нашей базе знаний много курсов, да? Но авторы текста не оставили подвешенным этот факт, просто без доказательств. Можно было бы на это поставить точку и пойти дальше, да? Нет. Авторы приводят примеры, да, и примеров много. То есть, что конкретно в базе знаний из курсов есть. Да? Вот здесь мы видим в разделе примеры эту конкретику. И дальше, смотрите, что делают авторы дальше. Они еще прописывают так называемый жизненный сценарий. Для чего это делается? Чтобы читатели увидели в этих текстах себя, свои потребности. То есть, для кого курс искусственного интеллекта? Для тех, кто хочет получить профессию в сфере IT. То есть мы подсказываем, люди могут не совсем понимать, а для чего ему может это пригодиться. Подсказываем готовый сценарий использования, да? Готовый жизненный сценарий. Уроки программирования, чтобы запускать собственный продукт. Курсы медитации для того, чтобы наладить сон и так далее. То есть этот прием вы можете использовать в своей работе. Не просто говорить, наш фонд богатый, да, или у нас очень много книг, а приводить примеры. Например, у нас есть энциклопедии, если вы готовите проект, у нас есть услуга сканирования, если вы хотите привести в порядок свой фотоархив и сделать хорошую фотокнигу. То есть думайте, как люди могли бы применить в обычной жизни ваши услуги, да, ваши фонды. Итак, еще раз подводим вывод. Читатель должен увидеть себя в вашем тексте. Я здесь привела примеры двух текстов разных. Библиотека пишет о себе. Да? Например, стандартный текст. Штат библиотекарей, работающих с читателями, насчитывает 65 человек. Фонд документов, включающий в себя электронный носитель, составляет 345 000 экземпляров. Читателей свыше 30 000. Возглавляет коллектив авторитетный библиотекарь с 20-летним стажем, да, и так далее. И другой текст. Мы собрали коллекцию литературы для школьников, студентов, энциклопедии, учебники, периодику. К нам приходят с ноутбуками, чтобы поработать в тишине, например. Да? У нас есть бесплатный проводной интернет, цветной, черно-белый принтер и скан. То есть, смотрите, оба текста описывают библиотеку, но казалось бы, да, стандартный обычный текст, который мы видим слева. Но давайте подумаем, а что читателей с того, что у вас 65 человек в штате? Чем это может ему помочь? Что для него эта информация? То есть зачем ему это? Как это решит его проблемы? Как это закроет его потребности, его боли, да, как сейчас модно говорить?
Где он? Где он увидит себя в этом тексте? В этом тексте он себя не увидит, он просто его, ну, так скажем, пролистает. А вот текст справа, он здесь может себя увидеть, что детская энциклопедия, наверное, я могу взять своему внуку, да? Почему нет, чем покупать? Или вот, можно поработать с ноутбуком, хорошая идея, я фрилансер, я, наверное, приду к вам поработать. Понятно, о чем речь, да? То есть читатель должен увидеть себя в вашем тексте, свою пользу. Так, что нам помогает, что нам может помочь вот в приведении в порядок текста, да, как очистить текст от воды и мусора. Есть сервис, мы уже про него тоже говорили, автор его Максим Ляхов, бесплатный сервис Главред. Как он работает? Это окошко, в которое вы вставляете текст и нажимаете на проверку. Сервис подсветит вам, так скажем, ваши промахи, ваши ошибки. Что он найдет в тексте? Штампы, пассивный залог найдет, сложную конструкцию найдет. Да? То есть все ваши недочеты будут подсвечены. Мало того, что вам напишут на тип ошибки, да, и объяснят ее, почему так не говорят. Это очень забавное упражнение, вы можете его, я советую вам его, если вы не используете этот сервис, использовать и просто поэкспериментировать со своими текстами, узнаете очень много нового. Сервис выставляет оценку вашему тексту, максимально 10 баллов. Вот этот текст набрал 5,2 балла. Вы нашел текст с 15 стоп-слов и выявил основную проблему этого текста. Это большое количество корпоративных штампов. Почему корпоративные штампы? Если присмотреться, я сейчас зачитаю этот текст, то это текст, опять же, о компании. Рада приветствовать вас на сайте компании. Наша компания является ведущим провайдером услуг. Мы работаем на рынке, оказываем полный спектр под ключ. Видите, да? То есть штампы – это то, что я сейчас прочитала. За долгие годы работы мы успешно, безоговорочное доверие крупных клиентов, да? Непроизведенное качество. Что пишет Главред, что у конкурентов на сайте написано то же самое. Приведите доказательства. То есть, если убрать компанию ТКО и подставить другую компанию, то вполне может сойти за любой там шаблонный текст корпоративный, да, то есть вы должны написать о себе так, чтобы вы были в этом тексте все-таки узнаваемы. Итак, давайте по этому итогу по этой части подведем небольшие итоги. Что мы делаем, когда садимся писать текст? Отключаем чиновника в себе, бюрократа, включаем легкость, простоту. Можно включить чувство юмора в меру, да? Выражаем действие глаголом и думаем о пользе читателей. Ну, чтобы вы так серьезно, так скажем, не относились, может быть, к инфостилю, да, такой небольшой юмористический пример, у нас есть время. Это как бы Главред, да, современные вот эти текстовые сервисы оценили бы стихотворение Пушкина. Назвали бы плохим текстом, неинформативным, с общими утверждениями, большое количество воды и так далее. Да? То есть все-таки инфостиль очень далек от художественного стиля, и вы потом можете посмотреть и подробно разобрать этот пример. Ну или сами поэкспериментировать, например, с какими-то стихами или с этим сервисом. Переходим к следующему разделу. Это раздел о редактировании текстов. Итак, вы написали текст в инфостиле, проверили его в Главреде. Что Главред не проверяет? К сожалению, он не проверяет ошибки в оформлении текстов, а они на самом деле очень важны. Они очень влияют, я считаю, на имидж автора, да? Когда вот такие небольшие огрехи вы допускаете.
На самом деле устранять их очень легко, но ваш текст сразу улучшается, и особенно в глазах, так скажем, тех, кто разбирается в этой теме, да, то есть в глазах, может быть, образованных людей. Итак, что мы делаем с текстом? Проверяем его на наличие пробелов. Смотрите, пробелы мы ставим между инициалами. Очень часто инициалы пишут слитно, без пробела, то есть инициалы прилипают либо друг к другу, либо к фамилии. Как себя проверить? То есть и имя, и отчество, и фамилия – это отдельные слова. Вы же не пишете слова слитно. Точно так же относитесь к инициалам как к отдельным словам, просто сокращенным. Да? То есть после инициала и точки мы ставим пробел. Между сокращениями и словами, например, город Москва, тоже очень часто они пишутся слитно, ставим пробел. Пробелы нужны, оказывается, внутри сокращений. Да? То есть очень часто проблема, опять же, вспоминаем, что тому подобное, то есть и до нашей эры, это если расшифровать отдельные слова, поэтому между ними нужен пробел. Между знаками и числами, например, номер и параграф, да? Между числами и единицами измерения. Да? 2011 год. Ни в коем случае мы их вместе не монтируем. Дефис и тире. Еще одна головная боль, да, еще одна такая распространенная очень ошибочка. Санкт-Петербург, да, то есть внутри сложных слов мы ставим дефис. Между самостоятельными словами, например, курить, здоровью вредить, цель проекта, да, пропаганда, и тогда пропаганда чтения, да, цель проекта, после цель проекта мы ставим тире, причем тире будет отделено с обеих сторон пробелами. Ну, например, что часто вместо Санкт-Петербург, какой еще можно привести пример? Выставка продажи или ярмарка продажи. Как эти слова будут писаться? Через дефис. Будет ли между этими словами вокруг дефиса пробелы? Нет, не будет. Выставка продажи. Вокруг тире, то есть это более удлиненное тире на клавиатуре, поищите его, да, они все-таки это разные знаки. Вокруг тире мы как раз-таки пробелы обязательно ставим. То есть бывает, что их не ставят по ошибке. Еще одна, так скажем, блохи, так скажем, текстовые блохи, да, маленькие такие недочеты, но которые очень-очень, так скажем, портят ваш имидж как автора. Это кавычки. Вообще правильными кавычками считаются боковые кавычки, да, но очень часто встречаются верхние, бывают еще вот такие, как вокруг слова «бывают». Я не знаю, если честно, где они на клавиатуре, я думаю, это связано как-то с программным обеспечением, но если вы решили использовать верхние кавычки, например, да, хотя это неправильно, то следите, по крайней мере, за тем, чтобы они не перемежались с боковыми. То есть если у вас текст, то используйте один вид кавычек. Смотрите, здесь пример, да, трезвая Россия верхними кавычками, а трезвость – это норма названия встречи, уже встретились боковые кавычки. То есть это такая очень неприятная, режущая глаз ошибка. Так, это про пробелы мы уже говорили. Так, здесь этот слайд по ошибке. Я прошу прощения, дефис тире. Давайте еще. Вы или вы. В текстом, не обращенном к одному конкретному лицу, местоимение «вы» должны писать с маленькой строчной буквы. Очень часто мы пишем: уважаемые читатели, приглашаем
вас с большой буквы, да. Но здесь я сразу оговорюсь, это спорный очень момент. Я думаю, что если вы загуглите, да, как писать правильно, то вы встретите разные варианты. Но вообще, да, обращение к группе лиц нужно писать вы с маленькой буквы. Вы, вас, ваши, да, с маленькой буквы. Это такое правило. Но если, допустим, противники, да, вот маленькой буквы вам скажут, это дополнительное, скажем, уважение. Да, я хочу высказать дополнительное уважение. Но здесь сложно поспорить, я думаю, что это как раз-таки повод для дискуссии. Но вообще, по правилам, нужно писать с маленькой. Но когда вы обращаетесь к одному человеку, да, уважаемая Лидия Петровна, то вы будет с большой, да, обращение к одному лицу. Прописные буквы в начале слов, которыми они не положены. Например, библиографический отдел, национальная библиотека, генеральный директор. Да, то есть, видимо, чтобы подчеркнуть, опять же, да, значимость. Я не знаю, с какой целью, но в составе таких сложных словосочетаний библиотека, отдел пишется с маленьким, директор. Да. Как найти такие текстовые блоки, ошибочки, как их найти в тексте? Я хочу посоветовать вам сервис Орфограммка. Здесь вы видите его принтскрин с орфограммки, с его главной страницы. Текст, этот сервис условно бесплатный. У него есть небольшой бесплатный пробный период, относительно небольшой. Я думаю, что чтобы познакомиться с сервисом, поработать с ним, вам вполне достаточно будет этого льготного периода. Подписка на него недорогая. В пределах 100 рублей можно купить подписку. Если вы не проверяете большие объемы текстов, вам этого хватит надолго. Чем хороша эта программа? Если вы работаете с текстами, она просто незаменима. Во-первых, она проверяет текст на грамотность и проверяет текст на красоту, что мне очень нравится в этом сервисе. Вот смотрите, я сделала принтскрин, орфограммка проверила текст на наличие повторов, на тавтологию. Посмотрите, зеленым выделены слова, которые в тексте чересчур часто встречаются. Это нам сигнал, что эти слова нужно постараться заменить, найти им синонимы. Потому что когда через слово встречается библиотека, это, конечно, не весь год. Ищем синонимы, ищем варианты перефразирования, да, чтобы не чистить со словом библиотека, со словом проект, со словом выставка. Это непростая задача, сразу говорю, но если вы с этим поработаете, то ваш текст сразу станет лучше. Орфограммка. Со стороны, я сразу скажу, со стороны вот эти повторы увидеть очень сложно, а когда это подсвечено, то с этим работать, с повторами работать гораздо легче. Так, переходим к третьему разделу. Это заголовок. Сила заголовка. Как заставить прочитать свой текст? Как вообще можно человека что-либо заставить сделать? Да? Ну, можно, не знаю, можно втыкать ему иголки под ногти. Ну, как можно вообще человека в наше время что-либо заставить сделать? Конечно же, никак. Но мы можем человека заинтересовать своим текстом. И в этом нам поможет как раз-таки заголовок. Придумывать заголовки – очень хорошая привычка. Очень часто я вижу тексты без заголовков, к сожалению. И тексты от этого только теряют. Любой текст можно озаглавить. Почему? Заголовок привлекает внимание, затаскивает человека в статью, заставляет себя прочитать. Вот смотрите, пример. Причем, когда речь идет о заголовках, я советую
озаглавливать тексты не только на сайте, да, но по-другому у вас и не получится, наверное, да, потому что это обязательные поля, но и в социальных сетях. Например, пост ВКонтакте, это абсолютно один и тот же текст, просто один справа озаглавлен и структурирован, разбит на абзацы и имеет выделение с помощью смайлов, а другой текст так и остался кирпичиком. Да? Посмотрите, какой текст более читабелен, какой текст нам будет проще прочитать, пробежаться по нему глазами. Наверное, все-таки тот, что справа. Почему мы говорим о заголовках? Заголовки помогают нам информацию структурировать, подавать ее читателям на блюдечке. Да? Читателям проще воспринимать информацию, которая хорошо разложена по полочкам, структурирована. Продираться сквозь обилие слов в тексте кирпиче, да, им неохота. Скорее всего, этот текст пролистнут, и он останется незамеченным. Зачем нужен заголовок? Заголовок – это 90% успеха. Да, вот такое мнение встречалось, согласна с этим. Если заголовок скучный, читатель может пройти мимо материала. Хороший заголовок упрощает жизнь читателя, мы уже посмотрели почему, да? Он прост, понятен, правдив. То есть нельзя обманывать в заголовке. И он не должен быть сильно длинным, не более 7 слов. Иначе будет сложно воспринимать. Давайте пробежимся по правилам оформления. Потом я скажу несколько покажу примеров и, так скажем, несколько советов по придумыванию заголовков. Потому что я так понимаю, что заголовки, все-таки придумывать их непросто, согласитесь. Да? Заголовки всегда пишутся с большой буквы, это закон. Но после самого заголовка никогда не ставится точка, как правило. Другие знаки препинания поставить можно, например, знак вопроса или восклицательный знак, но избегайте 2-3 знаков вопроса или восклицательных знаков подряд. Да. Распространенная ошибка – это набор заголовка капслоком. Да, тоже почему это плохо? Ощущение у читателя, что вы на него кричите капслоком. Да? Почему плохо капслок в социальных сетях? Потому что, с одной стороны, это привлекает дополнительное внимание, с другой стороны, я знаю, что алгоритмы социальных сетей воспринимают заголовки капслоком как спам. То есть, как только искусственный интеллект увидел набранное капслоком слово, он считает, что вы пытаетесь манипулировать вниманием читателей, да, и понижает ваш рейтинг. То есть капслоком лучше не увлекаться ни на сайте, ни в социальных сетях. Так, давайте перейдем к примеру. Значит, такой совет. Очень часто мы считаем, что хороший заголовок – это заголовок, как в газете. Такой газетный, журнальный заголовок. Яркий, как правило, короткий. Например, «Мир в ожидании чудес», «Наш друг Маршак». Почему такие заголовки? Нет, они имеют право на существование, но почему их лучше избегать? Они не информативны все-таки. Ну вот представьте, под заголовком «Наш друг Маршак» может оказаться статья и там, о том, что вообще биография Маршака может оказаться текст, что вы провели мероприятие, да, по произведениям Маршака, может оказаться текст не знаю, ко дню памяти этого писателя. То есть абсолютно там миллион вариантов текстов о Маршаке может оказаться под этим текстом. Это все-таки нехорошо. Ваш текст вы должны читателю сразу дать понять, о чем же вы рассказываете в этом тексте. То есть его вот таким образом вводить в заблуждение, да, нехорошо, мы злоупотребляем его вниманием,
обманываем его, может быть, какие-то ожидания. Поэтому я считаю, что нужно в заголовке быть более конкретным. Например, школьники вспомнили героев сказки Маршака. То есть же понятно, что речь идет не о его биографии. Библиотека начинает обслуживание по 2 адресам. Хороший заголовок? Хороший. Конкретика. Можно было бы, например, придумать такой заголовок. Там, 2 адреса. Или начали обслуживание. Да, в этом плане информативный заголовок резко падает. Какие 2 адреса, чьи 2 адреса, почему 2 адреса, да, то есть куча вопросов у читателя. Нехорошо так злоупотреблять его доверием и вниманием. Все-таки мы должны, вообще в идеале, да, вот заголовки конкретные с глаголами, да, глагольные, так скажем, заголовки, они характерны для информационных агентств, да, для новостных сайтов. Если вы зайдете, например, на Военкоме, на Коминформ или на Прогород, вы увидите, что там нет заголовка «Наш друг Маршак». Там как раз-таки встретите конкретные заголовки, состоящие из предложений, да, которые по сути вообще в себе уже содержат новость. То есть они сформулированы так, что они настолько точны, что по сути уже можно даже не читать новость. И информагентства делают это специально, такая традиция журналистская, да, то есть экономим внимание читателей, из заголовка примерно должно быть уже содержание понятно статьи. Парочка работающих приемов. Я обещала вам рассказать о том, как придумать заголовок. Делюсь нашим опытом, нашими наработками в этом плане. Итак, чтобы заголовок был интересным, да, в него можно вытащить какую-то интересную деталь из текста. Ну, например, любители истории узнают о факторе Куропаткина. Речь идет о заседании клуба исторического. И если бы мы назвали новость, например, 13 марта пройдет заседание клуба «Исторический калейдоскоп». 14 апреля пройдет заседание клуба «Исторический калейдоскоп». Понимаете, да? То есть мы не можем из месяца в месяц, из года в год писать о том, что пройдет заседание исторического клуба. Нас просто перестанут читать наши новости, потому что они просто неинтересны, то есть никакого разнообразия. Поэтому что мы делаем? Мы пытаемся новость придать ей какую-то оригинальность, что ли, да, то есть выделить ее из общего потока новостей, анонсов, сообщающих о заседании клуба. Для этого мы вытаскиваем на поверхность какой-то факт. А факт о том, что в том числе поговорим о факторе Куропаткина. Я не помню, о каком историческом событии тогда речь шла, но вот этот фактор Куропаткина мне показался очень интересной деталью, привлекающей внимание. Почему бы ее не вытащить, так скажем, в начало, в заголовок? То есть наши любители истории узнают о факторе Куропаткина. Я думаю, что вам понятна, да, логика на этом примере. Хорошо работают заголовки вопросы. Вы, наверное, их встречали. Как написать курсовую за один день? Почему я не могу зайти в личный кабинет? Где заказать декларацию, да, и так далее. Заголовки вопросы. Заголовки с числами. 10 лучших интернет-сайтов о православии, 7 лучших статей, там, не знаю, о чем-то, да. Причем считается, что лучше не писать круглые цифры, а лучше писать как раз-таки 7, 8, 9, 13, 14, да. Почему-то считается, что круглым цифрам люди меньше доверяют, чем вот таким, скажем, менее популярным цифрам. Если вы публикуете какое-то интервью, либо текст с прямой речью, то есть кто-то в тексте что-то говорит о вас, то очень хороший прием – это
вычленить цитату из этого интервью, яркую, запоминающуюся, броскую, короткую, и вынести ее в заголовок. Например, имя говорящего, не знаю, например, Наталья Гарбус. Да? В этом году школьный патент побил рекорды по числу заявок. Да? Я не знаю, ну это такой пример, который первый пришел мне в голову, но суть вам понятна. То есть кто говорит и что, самая яркая его цитата. И переходящий, так называемый, заголовок, ну, я не знаю, если вам этот прием нравится, можете использовать. Например, когда заголовок начинается и заканчивается в подзаголовке. То есть, если у вас на сайте есть связка заголовка и поясняющее поле для так называемого подзаголовка, его еще называют лидом, то можно этот прием использовать. Несколько советов, я думаю, что в принципе в качестве такого бонуса я решила в эту презентацию свою включить. Джо Витали – это известный американский предприниматель, автор многих бизнес-книг. Итак, что же он советует нам по заголовкам? Я выбрала несколько советов, которые, как мне показалось, нам подходят, но которые вы можете взять себе на вооружение. Я думаю, что вы этими пользуетесь уже. Может быть, что-то новое для себя сейчас почерпнете. Итак, что мы можем сделать в заголовке? Пообещать читателям удовлетворение его нужд. Например, боль в спине пройдет через 10 минут. При помощи нового метода найдете работу за 2 дня. Наверное, вы в сети, в интернете такие заголовки часто встречаете. То есть эти методы работают до сих пор. Да? То есть методы рекламщиков, методы, которые используют бизнес, бренды. Да? Почему мы не можем себе взять их на вооружение? Давайте сейчас у нас, к сожалению, нет с вами обратной связи, да, мы только можем через чат общаться. Поэтому такое небольшое вам домашнее задание, упражнение, да, попробовать на основе вот этих советов сделать заголовки для своих заметок, для своих постов, может быть, ВКонтакте про свои услуги. Да? То есть пообещаем читателям, что удовлетворим их нужды. Думаем про что читателям нужно, какие у них нужды. И пообещаем быстрое, да, простое удовлетворение этих нужд. Предложите что-нибудь бесплатно. Но с этим проблем у нас нет. У нас действительно очень много полезных плюшек для читателей. Да? Мы много чего делаем, скажем, бескорыстно. В этом плане мы можем как раз этот прием использовать бесплатно. Мероприятие бесплатно. Да? Мастер-класс бесплатно. Бесплатно, магическое слово, которое никогда нам, видимо, не надоест, которое продолжает работать и действовать на нас просто магически. Да? Бесплатная информация о том, как заполнить декларацию, как не платить лишних налогов и так далее. Задайте вопрос, это то, о чем мы уже говорили, да, каковы 7 секретов успеха, а вы делаете эти ошибки, да, и так далее. Тоже придумайте свой вариант, адаптированный под свои потребности. Используйте отзывы. Почему нет? Да? Отзывы вы наверняка собираете в своих книгах отзывов о предложений, ВКонтакте, в комментариях, копилочку собирайте, и когда-нибудь вам это может пригодиться. Да? Но единственное, что вам, наверное, стоит спросить разрешение у автора отзыва на использование, это не будет лишним, и его какую-то яркую фразу использовать как начало поста. Почему нет? Очень оригинальный прием.
Используйте заголовок слова «как», да, но это из разряда вопросных заголовков. Как заставить детей слушаться, как читать книги бесплатно, как узнать, пора ли в вашей машине пройти техосмотр. Я думаю, что вы придумаете массу своих примеров и, наверное, уже используете этот прием. Итак, смотрите, какой еще интересный прием. Осталось их у нас еще 5. Слова «кто еще». Кто еще хочет написать книгу? Кто еще хотел бы заполнить декларацию? Кто еще хотел бы получить бесплатный доступ к Литрес? Кому еще кажется, что написать курсовую это очень сложно, да? Сейчас на ходу просто сочиняю, да? Посмотрите, какой классный прием, действительно, кто еще? Такой прием на грани, может быть, фола, да, очень аккуратнее я бы посоветовала пользоваться. Вот следующим приемом можно упомянуть свои недостатки, но попытаться обернуть их в свою пользу. Мы на втором месте, но мы стараемся. Мы пока в ремонте находимся, да, мы по-прежнему закрыты, но мы там очень стараемся, чтобы вам все равно было удобно там приходить к нам, да. То есть мы говорим о том, чего у нас сейчас нет или от чего мы сейчас страдаем вместе с читателями, но поворачиваем это в свою пользу, что несмотря на это мы работаем для вас. Да, мы не умеем готовить только салаты, мы единственное, что не сможем отправить по почте вашу декларацию, но все остальное мы берем на себя. Да. Тоже достаточно интересный совет. Сосредоточьтесь на положительном конечном результате. Да? Конечный результат, то есть зубы станут белее, похудеете на 30 килограмм за 30 дней. Попробуйте найти применение этому совету. Я думаю, что это интересное будет творческое упражнение для вас. Привлеките внимание целевой аудитории. Вот это вот главный, наверное, такой совет. Прием, который многие, я вижу, используют, это сразу вначале обозначить целевую аудиторию. Для кого вы написали этот текст, этот пост. Вниманию классных руководителей, вниманию родителей детей до 3 лет. Да? Или вы родитель ребенка до 5 лет, мы приглашаем вас на классный мастер-класс. Классный мастер-класс. Не очень удачно, конечно. Суть понятна, да? Сразу сузили аудиторию. Люди сразу понимают, что да, это информация для них. Да? То есть им не нужно читать весь текст, пытаться понять, а пригодится ли мне это, вообще это мне адресовано или нет. Удовлетворите скрытые потребности, да? То есть если мы говорим здесь явно, да, про потребности людей, да, про их цели, то тут мы пытаемся манипулировать скрытыми потребностями. Да? Например, как заслужить аплодисменты, бурные овации всякий раз, когда вы произносите речь. То есть здесь мы эксплуатируем что? Потребность в признании. Да? То есть то, что обычно не говорят, но все, да, все хотят. Да? То есть наши скрытые потребности. Смотрите, проблема в том, что есть не только заголовки, но и подзаголовки, так называемые. Я думаю, что ваши сайты устроены тоже так, что у вас есть эта связочка. Это заголовок и какая-то пояснялка, да, поясняющая информация. У нас, смотрите, принтскрин с нашего сайта, у нас вот эти две части, они отделены друг от друга фотографиями. У вас это может быть другой вариант верстки, но, как правило, я вижу вот такие варианты, когда все-таки заголовок не остается одиноким на главной странице, все равно какая-то пояснялка у него есть. Если это так, давайте еще пройдемся по подзаголовкам, потому что они не менее важны, чем заголовки, потому что вот в этой связке как раз-таки вылезает очень много, на мой взгляд, всяких
огрех, всяких таких ошибок, не очень приятных глазу, не очень приятных, я думаю, читателям вашим. Что имеется в виду? Вообще для чего он нам нужен? Я знаю, что многие с легкостью бы его опустили, да, и вообще ругаются, зачем он нужен, это же лишняя головная боль, придумывать вот эту связочку. Она уточняет смысл заголовка. Когда мы делали новый сайт и разрабатывали его структуру, у нас были дискуссии, а нужна ли нам вот эта вот связка, то есть не оставить ли нам одни заголовки на сайте. Да? Но я считаю, что хорошо, что мы придумали поле под заголовки, потому что без них все-таки сложновато. Невозможно все в заголовке сказать. Вот эта вот пояснялка, она читателям дает возможность дополнительно окунуться в новости, не переходя, не кликая на нее, да, и принять для себя решение, нужно ли мне это читать. То есть это забота о читателе, и я думаю, что это вот, наверное, хорошо, когда они есть, хуже, когда их нет. Но их сложно все-таки бывает с заголовком согласовать. Я очень редко вижу какие-то удачные связки. Все-таки много какого плана ошибок, когда они очень сложно их связать по смыслу, бывает. Они должны все-таки согласовываться с заголовком по смыслу, образовывать единую смысловую группу. Очень сложно в связке заголовок под заголовок избежать повторов слов. Но это то, к чему вы должны стремиться. Поставьте себе такую цель. Мой заголовок и мой подзаголовок не должны, там не должно быть повторов слов. Вот это в идеале, я считаю. Потому что любой повтор это не есть good. Это такое, как будто, знаете, не хватило словарного запаса, чтобы сформулировать. Как будто у нас бедный язык, мы же можем всегда перефразировать фразу так, чтобы обойтись без этих повторов. Да? Ну, давайте посмотрим примеры. Чем грешат авторы текстов для сайтов, когда придумывают связку заголовок-подзаголовок? Например, неинформативностью. Это главная проблема. Мы рассматривали с вами пример, да? Например, клуб, там, не знаю, литературный калейдоскоп. Это заголовок новости. Клуб, литературный калейдоскоп. Или, например, Иосиф Виссарионович Сталин. Это заголовок новости. Как вы думаете, может ли быть у новости такой заголовок? Наверное, все-таки нет. Да? То есть неинформативность – главный ваш враг. Вы должны, мы уже об этом говорили, новость свою делать понятной за счет заголовка. То есть это не просто Иосиф Виссарионович Сталин. Например, приглашаем вас обсудить биографию Сталина. Ну, это такое, то, что мне первое пришло в голову. Понимаем, да? То есть мы дополняем вот это вот словосочетание до какого-то смыслового, осмысленного предложения, до новости, так скажем. Да? У него должна быть какая-то все-таки новизна, информативность. И, как часто говорят журналисты, да, то есть должен быть инфоповод. То есть почему вы сели писать новость, у вас появился инфоповод. Вы никогда не садитесь писать новость просто так, потому что вы так решили, потому что есть такой писатель Маршак, и вы сядете и напишите о нем новость. Нет, наверняка случается какой-то инфоповод, связанный с Маршаком. То есть либо его день рождения, либо день смерти, либо вы провели мероприятие его творчестве, да, понимаете, что такое инфоповод. Здесь то же самое. Клуб любителей бабочек. Он существует у вас 25 лет. Да, почему вы решили вдруг о нем рассказать? Потому что он проводит юбилейное заседание, поэтому вы и пишете о нем. Да? То есть нельзя называть вот так вот просто, так скажем, свою новость. Еще в чем кроется неинформативность? В штампах. Проще всего использовать штамп. Новое, интересное, внимание, новинка. Да? Что еще? Поступили новые книги. Избегайте таких вот
штампов, которые первые лезут вам в голову, когда вы пытаетесь придумать заголовок. Гоните их прочь. Ищите заголовок. Вообще поставьте себе целью, чтобы ваши заголовки не повторяли никогда друг друга. Всегда что-то оригинальное, потому что каждая новость, она уникальна. Не повторяется событие точь-в-точь никогда. Даже если у вас еженедельные повторяющиеся события, все равно одно на другое никогда не похоже. Ищите в каждой новости какую-то изюминку, новшество и выносите его в заголовок. Ну вот, например, заголовок: флористика, разработка чат-ботов и приготовление десертов. Всему этому помогут обучиться новые пособия только что поступившего отдела. Может быть, это, конечно, не супер удачный пример, но посмотрите, как он контрастирует, например, заголовком «Новое интересное для вас». Сколько появилось конкретики: флористика, разработка чат-ботов. Представляете, насколько это востребованные сейчас отрасли, сколько людей, которые ищут информацию по этим отраслям: флористика, разработка чат-ботов, приготовление десертов. И вы вынесли это в заголовок. Понимаете, да? Может быть, это тут не совсем удачно сформулировано, но вы попытались. Да? Не просто спрятали это в теле новости, да, до которой еще добраться надо. Вы сразу самое вкусненькое на блюдечке положили. Вы заинтересовали читателя. Понятно, что аудитория узкая, но новость найдет своего читателя. Так, значит, повторы. Смотрите, повторы, мы уже об этом говорили, это очень некрасиво, это очень, так скажем, не профессионально. Вот смотрите, слово «новинки» здесь на небольшом участке текста, это все видит читатель. Кровеческие пополнится новинками. Видите, повтор здесь в заголовке, в подзаголовке, и картинка к новости тоже содержит слово «новинки». Это уже явный перебор. Явный перебор, то есть нужно убирать либо из картинки. Если у вас есть слово «новинки» в тексте, то пусть уж хотя бы не будет его на картинке. Вообще не вижу смысла делать надписи на иллюстрациях к своим статьям. Да, то есть они, как правило, нечитабельны. Лучше подбирать что-то другое. Надписи лучше не использовать, да, особенно если эти надписи бьются с вашим заголовком. Да. Вот еще один пример. Смотрите, сколько раз встречается слово «читайте», «чтение». Под заголовки мы видим снова «книги для чтения». И вот здесь первая фраза, первое предложение текста, мы снова видим «книги для чтения». Бинго. Давайте еще раз в тексте несколько раз повторим, чтобы уже окончательно, да, читателей наших убедить, что это именно книги для чтения, не что-либо другое. И слово «немецкий» тоже несколько раз встречается. Убираем, ищем синонимы, перефразируем, не допускаем вот таких повторов. Они, конечно, очень обедняют нашу речь и, ну, так скажем, очень влияют на наш имидж как автора, я считаю. Давайте посмотрим удачный пример, где не допущена ситуация с тавтологией к столетию Джерома Дэвида Селлинджера. Книжная подборка, посвященная юбилею знаменитого американского писателя. Смотрите, здесь можно было бы, например, снова повториться. Но если было в заголовке «К столетнему юбилею Джерома Дэвида Селлинджера». Книжная подборка, посвященная юбилею. То есть здесь автор не допустил этой ошибки, столетие, да, в заголовке, но в подзаголовке уже юбилей, синоним. Да. Селлинджер называется один раз в заголовке, второй раз его уже подзаголовки мы не называем. Да. Вот это как раз-таки пример, как можно избегать тавтологии. И сразу ваша вот эта связочка сразу становится более красивой. И пример, где тавтология допущена. График выездов библиомобиля на февраль. И подзаголовок. Представляем вашему вниманию график выездов
Да, смотрите, повтор один в один. То есть можно было как поиграть здесь, например, не знаю, стоянки библиомобиля в феврале. Где ловить библиомобиль в феврале? График вызов как-нибудь. График вызов вообще, конечно, звучит очень официозно, то, о чем мы говорили, да. То есть как найти, где, не знаю, график выездов на места стоянки хотя бы заменить, да. Ну, то есть здесь нужно именно, хотела вам показать, как грубовато звучат эти повторы. Мало того, что мы график выездов упоминаем, так мы еще вот дважды повторили. Так, пару примеров, на мой взгляд, удачных, когда заголовок прекрасно дополняется подзаголовком. Прекрасные пары. Марсель Братарс «Как понять концептуалиста по его надгробию». Что значит мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта. Смотрите, ни одно слово не повторилось. Или «Новая Третьяковка. Русское искусство 20 века в фильмах, галереях и подкасте». Видеоистория русской культуры за 25 минут, 7 эпох в 7 коротких роликах. Ну вот просто для вдохновения вот такие примеры удачных связочек. И мы переходим к последнему разделу. Заявлен был эта тема тоже. Я так понимаю, что есть у вас потребность. Не знаю, может быть, я не знаю, с чем это связано, но вы хотели поговорить о наружной рекламе. У меня не так много опыта, я не дизайнер. Могу сказать только как редактор, который видит афиши, да, который видит афиши наши, видит афиши коллег, то есть чисто мой взгляд. Да. Прошу, так скажем, может быть, серьезно не относиться, ну, не судить строго, но, так скажем, мои личные наблюдения. Враги внешней рекламы, на мой взгляд, это нечитабельность текстов. Когда текста много, когда к тому же неправильно подобран фон, шрифт, цвет шрифта, в итоге мы оказываем читателям медвежью услугу. Мы хотели вроде как сообщить им все и сразу, позаботились якобы о них, да, дали им полный расклад, но на деле вышло что человек это прочитать не может. Представьте себе пожилого человека, который ничего не разглядит здесь. Слишком маленький текст и неудачный фон. Надо запомнить правило, что афиша – это не пресс-релиз. Не путайте два этих понятия, не пытайтесь как бы пихнуть в невпихуемое. Да? Еще два неудачных, на мой взгляд, примера, ну, так скажем, не совсем удачных. Опять же, обилие текста. Что конкретно меня смущает, это, если вы видите, предпоследний абзац. То есть, когда вас потянуло на предложение в афише, значит, вы делаете что-то не так. Хорошая новость для всех, кто любит читать, приглашает всех желающих. Приглашает всех желающих. Когда вас тянет написать «приглашает всех желающих» в афише, бейте себя по рукам. Так не должно быть. Если вы составляете текст для афиши, верстаете афишу, то достаточно названия мероприятия. Понятно, что вы на него приглашаете. Для чего же вы еще делаете эту афишу? Да? Не надо писать «приглашаем». Это и так понятно. Если есть, вот, например, внизу, да, абзац, ближе полуночи, самые стойкие увидят фильмы в библиотеке. Я говорю то, что не нужно совмещать пресс-релиз с афишей. Это разные жанры. То есть все, что вы, так скажем, свяжете в предложении, скорее всего, будет очень сложно прочитать. Еще один враг внешней рекламы – это большое количество второстепенных деталей. Вообще пестрота. Да? Вот вы видите тут пример. Очень пестрый,
трудночитаемый, сложный для восприятия. Почему? Потому что большое количество шрифтов мы видим, большое количество деталей, да? Трудночитаемый текст, то есть не увлекаться вот такой пестротой все-таки. Да? Избыточная информация, она рассеивает внимание. Человек не понимает, за что ему зацепиться взглядом, говорит: помогите, я ничего не понимаю, куда мне вообще смотреть и откуда начинать читать. Еще один пример, где, опять же, произошло смешение жанров, когда на афише появился отзыв посетителей. Да? То есть вы представьте себе это в маленькой раздатке, наверное, это будет не очень удобно читать. Кавычки и другие лишние знаки. Кавычки. Как правило, от них можно отказаться. То есть я думаю, что вполне можно библионочь написать без кавычек. Вот. Лишние знаки. Тут еще пример лишнего знака. Это точка. Видите, да, все дело в шляпе, арт-елка, точка. Но только если это не часть какого-то художественного замысла. А так тут, наверное, конечно же, все-таки по ошибке эти точки появились. Неудачное расположение внешней рекламы. Вы представьте, даже самая удачная внешняя реклама, да, ваши листовки, афиши, флайеры, если они читателям расположены неудачно, читателю неудобно подойти к стенду, он не может физически это сделать, как вы видите на фотографии, да, то смысл, да, ваши там афиш, пропаганды, вашей рекламы, раздаток теряется просто, сводится на нет, к сожалению. То есть думайте о том, есть ли доступ к вашим стендам у людей, могут ли они вплотную к нему подойти. Не печатайте слишком мелкие, так скажем, мелким шрифтом что-то, да, если вы рассчитываете на том, что это висит и человек не может вплотную подойти, пусть это все-таки тогда будет крупный текст. Есть такое понятие, наверное, знаете о нем, места вынужденного простоя, то есть вы идете по своей библиотеке и выявляете эти места вынужденного простоя. Везде, где люди останавливаются по каким-то причинам, может быть, это какая-то небольшая очередь, то есть понаблюдать просто за поведением. И так вот, в этих местах реклама – идеальное место для вашей рекламы. Да? То есть раздатка должна быть именно в этом месте. То есть такие расставить акценты. Неразборчивые надписи и вычурные шрифты. Смотрите, до сих пор я не могу прочитать, что же здесь написано. Точка, линия, форма я читаю, а вот это я вот сомневаюсь, что это. Но я читаю как нюх, например, да, нюх. Наверное, это нюх. Нет? Не знаю. Напишите в комментариях, что это, как вы думаете. То есть, когда со шрифтами играли и проиграли, как говорится, да, аккуратнее со сложными шрифтами. Проверяйте свою афишу на читабельность. Сейчас еще один пример из интернета, так скажем. Смотрите, да, мы ждем тебя, да, но читается совсем другое слово. Видите, да? Мы ждем тебя, папа. Да? Аккуратнее с этими вещами. Вот таких примеров очень много можно найти. Вообще в моде минимализм. Сейчас мы дошли до удачных примеров, мы уже заканчиваем. Смотрите, как лаконично, классно, стильно смотрится афиша. Это крупное изображение, это крупное читабельное название. Нет попыток впихнуть всю программу, все подробности. Как так? Люди не узнают, что у нас там будет еще вот такая выставка. Ничего страшного. Если люди заинтересовались мероприятием, они найдут дополнительную информацию. Разместите свои выходные данные, и те, кто заинтересовались, те найдут все, что им нужно. Вот еще один пример, да, минимализма. Просто так, для вдохновения. Оставим это здесь. У меня на этом все.
Посмотрите, коллеги, обратите внимание, здесь моя страница ВКонтакте. Давайте дружить, общаться. Я приглашаю вас всех к себе в друзья. Если у вас есть ко мне вопросы, я буду рада ответить. Я так понимаю, что у нас, к сожалению, нет возможности пообщаться вживую сегодня, но мы можем продолжить общение в социальных сетях. Вы можете легко найти меня в администраторах группы ВКонтакте Национальной библиотеки, добавляйтесь в друзья, пишите. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Я хочу напомнить, что наша встреча сегодня состоялась в рамках нашего проекта «Библиоэкспресс». Есть ли у вас вопросы? Я так понимаю, что у вас есть возможность задать вопрос в чате. У нас осталось время, и я думаю, что мы можем попробовать на них ответить. В каких программах можно делать такие афиши? Смотрите, ну мы все знаем про Photoshop. Если нет возможности установить Photoshop, это все-таки дорогостоящее удовольствие, то афиши можно делать в Canva. Поставьте плюс, если вы знаете об этой программе. Canva. Она условно бесплатная, есть возможности для того, чтобы работать с фонами, для того, чтобы работать с изображениями, со шрифтами. Я думаю, что возможностей этой программы вам вполне должно хватить, чтобы делать вот такие минималистичные стильные вещи. Попробуйте эту программу. Я думаю, что вам она понравится. Еще вопросы? Я думаю, что у нас было очень насыщенное выступление, очень много информации. Возможно, вам нужно ее переварить. Да? Я тогда предлагаю на сегодня закончить. Если будут вопросы, напоминаю, вы можете связаться со мной. Я благодарю вас за внимание. И до встречи в нашем проекте «Библиоэкспресс». Приглашайте на встречи, будем рады пообщаться с вами, ответить на ваши вопросы и поделиться своим опытом. Значит, как можно скачать, вы имеете в виду эту программу, я вижу вопросы Аллы. Это, я так понимаю, сайт в интернете, Canva, то есть скачивать вам ничего не нужно будет. Попробуйте просто загуглить Canva, и, в принципе, очень много обучающих роликов и на YouTube, и вообще это очень простая программа, которая работает по принципу конструктора. Спасибо большое, коллеги. Все, спасибо за внимание. До встречи.